Тут я, получается, базовый положил под базу парафин. Обычно синий парафин ложил. Вот, допустим, вот он кусок лежит, среднетористый парафин. Тор, получается, дает скольжению больше эффект. У нас лыжа насыщается парафином. Вот, получается, я просто положил их вечером вчера. Сейчас я снимаю, и вот у меня, например, есть порошки разные вот по температуре, по там составу снега они различаются. Как сегодня, например, едет вот этот, завтра может этот катить, послезавтра вот этот. Вот то, что вчера катил лучше, сегодня может не катить, то есть как бы вот поэтому мы смазчики, лыжники, тренеры, смазчики. Детей тренирую, потом, получается, соревнования начинаются, с вечера мы лыжи готовим, с утра выходим на трассу, откатываем лыжи, то есть смазка уже, такая смазка уже едет, и вот уже буквально сейчас до старта у меня 45 минут, мне нужно успеть сделать 9 пар лыж. Справлюсь? За 45 минут 9 пар, это по 5 минут одна пара. Примерно так, да, но тут еще как бы 45 минут это первый спортсмен стартует, потом получается они немножко там, кто-то через 50 минут, и получается так, что можно успевать. Например, в этом году я на соревнования ездил, сейчас был на Сахалине, на Красноярске, Томске, ну и на Ямале, арктические игры. Получилось так, что из вакс-кабинки я не выходил, когда идет женская гонка. Как девочки бегут, в этом сезоне я ни разу не видел. То есть, получается, работаешь, получается, все, лыжи сделал, выходишь, девочки уже отбежали, закончили, даже уже лыжи заносят обратно в кабинку, а я только заканчиваю делать лыжи пацанам. Только пацанов получилось так посмотреть. Был где-то старт, где пацаны первые бежали. Вот тогда я только посмотрел, как девочки бегут. Ну и в эстафете посмотрел. Вот. Так, получается, работа с смазчика, она такая, что как больше сидишь вот, как бы в этой коморке, как крот. Потом, получается, к концу соревнований вылазишь туда, смотришь старты. Как прошли соревнования, да? Спрашиваешь. Да. То есть, поэтому тренер, смазчик уже как бы в больших командах отличаются. Есть тренер, есть смазчик. Так как команда у меня, у нас небольшая, то есть у нас как бы организация бюджетная, то есть как бы не сборная команда у меня, поэтому приходится так, что и тренер, и смазчик, и мама, и папа, и повар, и уборщик, и все. Вот так вот. Получается, я сейчас снимаю парафин, наверное, все знают, скребок, сделан из поликарбона, не поликарбоната, оргстекло. Отличается тонкий, толстый. Допустим, вот этот 5-миллиметровый, есть 3-миллиметровый. Отличается тем, что 3-миллиметровый гнется. Вот в каких-то моментах он нужен, а желательно жесткий брать. Потому что когда начинаешь гнуть какую-то часть лыжи, можно как бы где-то задавить, передавить. Но в каких-то моментах тонкий скребок тоже нужен. Излишки парафина снял, чтобы вот желобок вычистить, есть скребок, так, я таким пользуюсь. Вот обычный карандаш называется. Раз. Вычистил серединку. Все, тут уже тоже парафина нету. Вот, получается, концы снял. Тут тоже излишки были. Все, получается, здесь у нас лыжа от парафина чистая. Потом я обычно беру стальную щетку. Кто стальной не особо умеет пользоваться, обычно бронза, медь. Получается, металл какой-нибудь. Я бронзой и медью уже давно не пользуюсь. Когда в школе учился, студентом, тогда еще можно было это сделать. Все движения делаются с носовой части. Да, заднему, от носка к пятке получается. Бывает момент такой, что когда ложишь накатку, то есть структура ручная, да, есть накатки такие, которые с пятки делаются. Там получается какая-то технология, в обратно надо крутить. И получается так, что надо наоборот в обратку крутить. Так. Допустим, я сейчас... Здравствуй. Так. Я сейчас, получается, снял, потом, допустим, берем... Хорошо поднял.
сложно. Так. Так, что у нас? Нет, этот не очень хорошо плавится. Покажу тот, который более-менее плавится. То есть... А температура как мерится? По интернету берете или сами как-то мерите? Снег, может быть, Снег несколько? градусником меряем. А. У кого есть влагометр, влагометром еще можно замерить влажность. То есть влажность самое главное. То есть, вроде снег температура одна, а влажность сколько там воды. То есть чем больше влаги, тем больше фтора надо. В разных регионах снег тоже отличается, наверное, Да, по структуре, да? Здесь у нас в Якутии такой более тупой, скользкий, не скользкий снег. В Якутии не скользкий Да, снег. потому что у нас морозы, Э, и у нас перемороженный прям снег, то есть, поэтому он не такой катучий. м, Ну, даже, например, вот машину сравнить. Если Запад ездит на шипах, мы ездим на липучке, и нам нормально. Вот, как бы, поэтому тормозишь, машина останавливается. То есть нет скольжения. Допустим, на этой же шине где-нибудь на Западе тормознешь, будешь катиться дальше. То есть там вот она такая аналогия, если так сравнить, самое простое. Даже там, как сказать, на Западе что идешь, человек обычно подскользнулся, упал, там, например, в травмпункт, много людей поступает. У нас как бы это только весной, осенью, когда вот уже теплеет, и снег уже такой более скользкий становится. Так, температура, вот я положил порошок, утюг, специальный, не бельевой. Тут температура выставляется, я под 180 градусов выставил максимальную температуру. Так, надо Москву. То есть одна история такая, как-то врач ездил с мальчиками. Так, получается, так, плаваю, то есть вот раз и поехали, доплавляю порошок. Так. Раз, получается, тоже заплавил. Где-то места есть такие, которые не заплавил. Еще раз прошел. Оп, здесь не прошел. Здесь все, в принципе, все равномерно заплавил. Утюг протереть надо, как говорят. Утюг — лицо сервисмена. То есть, если он чистый, то вот. По утюгу можно определить хороший сервисмен. Черный, грязный, это уже как бы смазчик такой, который, такой, типа, пойдет. Вот. Как бы стараемся быть более чисто, аккуратно все. Есть такая история, вот насчет этого порошка фтора. Как-то врач заходит в кабинку с смазчиком и говорит: а что это за дым? И ему такие показывают баночку. Тут написано, получается, вот, знаешь, какой это химический элемент такой? Да, знаю, это молибден, говорит. Да. Потом, а вот это знаешь, что такое фтор? Вот это все здесь летает. Врач как берет, дверь открывает, убегает, там стоит на улице. Вы понимаете, что это на легкие, на это, то есть тяжелая это просто, химическая эта штука, вредная. Вот, а мы тренеры, смазчики, вот так вот дышим этим, как бы, приходится. Издержки профессии. Немножко вот маской спасаемся вот таким образом. Тут, в принципе, дыма особо нету. Как бы, аккуратно, я обычно плаваю так, чтобы у меня не дымит. Есть один метод такой, как обычно все плавят, там дым такой прям. Вот так вот.